свете. Вот, я вам поэтому скажу, что как вы считаете, что в вашей жизни любовь? В моей жизни любовь это все. Вот все. Да, я ко всему отношусь с любовью, и все, что меня окружает, очень люблю. Это прекрасно, спасибо. Так. Хорошо. Я спрашивала, какие книги вы читали в детстве своим детям. И теперь мне интересно, какие вы книги в детстве читали, и как они повлияли на вашу будущую жизнь и писательскую деятельность. Вы знаете, это разные вещи. На жизнь и на писательскую деятельность. Это совершенно разные книги. На мою жизнь повлияли книги. Первую книгу, которую мне подарил мой папа, он мне подарил ее в день моего рождения. В первый день. Вот, это «Дети капитана Гранта». И там написано: «Дорогому сыну Денису с глубоким уважением». Вот. Это у меня книжка лежит до сих пор, и мне было приятно читать эту надпись. Я очень любил читать Жюля Верна, потому что я любил читать про то, как человек побеждает, так сказать, обстоятельства. Я был, естественно, человеком своего времени. Я очень любил читать разные истории, например, про подвиги, про то, как, особенно про подвиги такие. Вот была такая баллада о неизвестном герое есть у Маршака, который спас там девочку, отдал ее маме и убежал, уехал на трамвае. И никто так его не знает. Вот вы помните, ищут пожарные, ищут милиция, она начинает слать. Вот мне это очень нравилось, понимаете? Вот мне нравилось, я считал, что вот так и надо жить. Вот. И вот эти книжки на меня, как на человека, повлияли. Я не стал героем, я не знаю, вряд ли я кого-нибудь спас в своей жизни. Но, во всяком случае, не хвастаться, не врать, не обижать тех, кто слабее, и не задираться к тем, кто сильнее, чтобы подумали, что ты какой-то вот такой понтярщик, что вот можешь, моська, типа, понимаете, которая сильна. Вот этому меня учили книги. Но главное, вот эта вот идея победы над обстоятельствами. Идея всемогущества человеческого разума, идея даже всемогущества науки, извините. А уже что касается как писателя, на меня уже влияли совершенно другие авторы, это совершенно отдельная песня. А вы всегда хотели стать писателем или были какие-то другие идеи в детстве? У меня много было идей в детстве, у меня даже несколько таких вот жизненных было разных проектов. Писателем я стал недавно, мне 63 года, будет 64 зимой, в декабре. Но я считаюсь молодой писатель, потому что первая моя книжка вышла только 5 лет назад, понимаете? А до этого кем я только не был. Я был и журналистом, и политическим аналитиком, и работал в нормальной политике, то есть практической. Я был преподавателем, я был художником юным, когда я был маленьким. Я мечтал стать офицером. И у меня был дядя, генерал, знаменитый генерал, дважды Герой Советского Союза. Я ему сказал: дядя Дима, я хочу стать офицером. Вот мне было. Он мне сказал: понимаешь, в чем дело? Я бы тебе могу подсказать воинское училище. Я мог бы тебе даже помочь туда, так сказать, вот, сделать военную карьеру офицерскую. Но посмотри на себя, какой ты офицер, он мне сказал. Ты не умеешь подчиняться, и ты не умеешь приказывать, в тебе нет дисциплины, жесткости, ты не сможешь каждый там 25 лет вставать там в 6 утра и бежать там на плац там и так далее. Он говорит: подумай хорошенько, вот если у тебя не получится, если ты получишь, ты потом убежишь из этого училища на 3-м курсе, и будет стыдно. Он меня уговорил, и я, так сказать, это самое, как бы... Потом я хотел стать священником, но, понимаете, по-моему, каждый молодой человек хочет стать офицером и монахом. Вот, но это тоже быстро прошло. Поэтому писателем я никогда не мечтал стать. Это была какая-то такая работа. Все время был журналистом, все время что-то писал. Вот так вот. Тут какой-то вопрос там есть сзади. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Только громко и четко, чтобы мы вас услышали. Подойди поближе. Денис Викторович, скажите, пожалуйста, вот у вас в детстве был друг Вячеслав? Или это
Я в детстве друг Миша Слонов не только был, он есть до сих пор. Совершенно реальный человек. Вот, я поэтому сразу могу рассказать, чтобы не дожидаться вопросов, про все вот эти вот вопросы, которые мне задают по поводу книжки про Денискины рассказы. Значит, смотрите, какая история. Мне говорят, это было на самом деле или этого не было. Вот тут половинчатый ответ. Вот все, что описано, то есть было. Друзья, я Денис, Аленка девочка была, она пропала, мы с Мишкой не можем найти уже много лет, не знаю, что с ней. Вот, Мишка есть, все ребята, которые там упомянуты, и учительница, и соседи, и управдом, это все реальные люди. Школа, двор, улица, все описано очень подробно, все замечательно, все соседи, там, квартира. А вот приключения все придуманы, все от первого до последнего. Понимаете? Вот такая вот история. Кашу в окно, я сразу вам отвечаю. Я не выливал я кашу в окно, но не потому, что я был такой вежливый и воспитанный, не потому, что я любил кашу. Я сейчас люблю кашу, я сейчас по утрам наворачиваю кашу, и я предпочитаю ее яичницей и сосискам. Больше кашу люблю. А тогда, конечно, терпеть не мог, но мы жили в коммунальной, мало того, что мы жили в коммуналке, мы жили в подвале. Окно было вот на такой вот высоте примерно. Представляете себе, как мог карапуз вот такого роста вылить в окно кашу? Никак. Разве что обляпаться. Правда, потом мы переехали в другой дом, в отдельную квартиру на 11 этаже. И вот я подумал, вот сейчас-то я вылью наконец кашу из окна. Я взял тарелку и вышел на балкон. И тут подул ветер страшный, и он выдул эту кашу у меня, жидкую кашу из тарелки, и выдул, и я, в общем, эта каша частью попала на меня, а частью просто разлетелась в атмосфере, понимаете? Так что поэтому кашу мне так и не суждено было вылить в окно. Вот такая вот история. Так что все рассказы придуманы, все герои, все персонажи, правда, истинные люди на самом деле. Были, вот Мишка, вот мы с Мишкой живы до сих пор, приключения все выдумали. Это правильно, потому что иначе любой человек, у которого есть бумага и авторучка, может ходить за своим ребенком и записывать его приключения, и получатся рассказы, потому что я уверен, что у многих ребят приключения еще даже повеселее, покруче, поинтереснее, чем у меня. Но писатель на то и писатель, чтобы это все как-то вот перелепить, так сказать, художественно, извините, произведение. А вы именно сюжеты из ваших рассказов берете из жизни? Я из своих рассказов, я беру сюжеты из жизни. Все мои рассказы, которые я написал, я их написал примерно 800 штук, но они очень короткие, по 2-3 странички, максимум 4. Я их беру из жизни. Это, в общем-то, мои своего рода, так сказать, как бы вот, ну, своего рода так сказать, деланные, перелепленные какие-то мои воспоминания, потому что там, ну, все это, конечно, очень, так сказать, Хотя должен вам сказать, что у меня еще примерно вот такая толстючая книжка этих рассказов лежит, которую я пока публиковать боюсь, потому что боюсь, что эти люди, о которых там речь, они себя узнают и, ну, и не знаю, как они к этому отнесутся. Может, им будет обидно, поэтому вот так. Да, мои рассказы, они в очень большой мере автобиографичны. Я думаю, многие знают, что вы активный пользователь живого журнала. И в связи с этим есть вопрос на ваше мнение. Как интернет помогает реализовать свои писательские навыки? Мне он очень помог реализовать свои писательские навыки, потому что я начал писать рассказы, ровно, я даже помню дату, 7 декабря 2007 года я начал писать рассказы в интернете, в живом журнале их вывешивать, и потом через меньше, чем через примерно год с хвостиком, потому что книжка вышла в 2009 году, мне одна редакторша из издательства Repol Classic, такое есть издательство, сказала: давай мы издадим твои рассказы.
Конечно, помогает, потому что много людей тебя читают. Кроме того, ты видишь реально, сколько тебя читают людей. Ты читаешь отзывы. Я очень люблю отзывы. Я на все отзывы я всегда отвечаю. Мне это чрезвычайно полезно. И хвалебные отзывы, и хвалебные приятно. А критические, даже ругательные, злые, они полезны чрезвычайно. И главное, что это, понимаете, это особая литература. Интернет, сетевая литература, это особая литература. Это не просто текст, загнанный в сеть. Тогда он ничем не отличается, потому что тем же успехом можно было выбить на мраморной доске и выставить на улице. А тем, что это интерактив, это общение с людьми. И вот когда человек тебе отвечает, ты отвечаешь ему, вокруг целые треды. А у меня рассказы бывают такие, что люди задают вопрос, а почему это произошло так? А другой отвечает, ну неужели ты не понял? А по-моему потом будет это, а по-моему раньше с ним было то. И вырастает такой какой-то интерес, такой сад сюжетов, мнений, там, разворотов разных. И вот это вот такое вот собрание, вот это вот виртуальное, такой вот клуб обсуждения, это и есть факт вот бытования, это и есть интернет-литература, понимаете? И это очень здорово, мне это очень нравится, я люблю в сети публиковаться. Да, и я хочу сразу сказать, что я противник борьбы с пиратством. Я считаю, что ее рассказы должны читать. По возможности бесплатно. Если у человека нет, так сказать, писателю трудно заработать деньги, ну пусть он пусть как-нибудь выворачивается, в конце концов, это не мое дело, понимаете? Что у него, это, как говорится, его проблемы. А я, если он написал, я имею право это прочитать. В конце концов, тогда он может меня потянуть к суду за то, что вот Арина там книжку купила, а я у нее через плечо читаю. Ну не смей, купи сам, понимаете? Вот. Нельзя так делать. Поэтому больше того, я абсолютно уверен, что чем больше человек известен и читается в интернете, в пиратских копиях, тем больше в конечном итоге его покупают в бумаге обязательно, потому что человек думает, вот я человек этого уже 3 года читаю и скачиваю пиратские копии, и читаю в отрывках, и вот вижу книжку, ну да, я все-таки, ну дай куплю. Вот. А если не дай, тоже ничего, понимаете? Вот. Все нормально. Поэтому литература должна быть доступна прежде всего. Она для этого придумана, а не для того, чтобы копейку заколачивать. Это я точно знаю. Можно вопросик? Вот раз вы рассуждаете о том, что вы против борьбы с пиратством, считаете ли вы, что сейчас в большей степени будет присутствовать интернет-литература, а не книга, и не станет ли книга в бумажном виде? Как, приведу пример, может, многие помнят фильм, о чем говорят мужчины. Есть гренка, а есть крутон. И крутон стоит $8, а гренка нет. Соответственно, также интернет-литература доступна всем, а книга — это что-то такое, превратится в образ пафосный, живая. Ответ готов. Во-первых, я всегда вам могу, так сказать, показать ресторан, где крутон стоит там $8, а гренка стоит 28, понимаете? Всегда может быть и такое. Но дело не в этом. Дело в том, что книга, посмотрите, ведь никакие формы письменной литературы, устная литература никуда не делась, она осталась, она существует в виде анекдота, частушки, сказки, которые мы рассказываем вашим детям. Литература на глиняных табличках, на камнях, она тоже никуда не делась, потому что она сократила свое пребывание в виде надписей на монументах, там, постаментах. Кино не убило театр, телевидение не убило кино. Точно так же сетевая литература не убьет литературу. Бумажная книга издания, но она его немножко отодвинет. Книжки всегда останутся. Книжки подарки, книжки такие какие-нибудь иллюстрированные, альбомы. А сейчас создают, например, сейчас очень стали популярны бумажные книжки, которые листаются вот так, как перекидные календари. Не так, а вот так.
И туда в маленькую запихивают там и «Война и мир», и «Анна Каренина», что хочешь, там, и «Сага о Форсайтах». И сидят дяденьки и тетеньки в метро в Москве, читают, листают. Всегда можно что-то выкинуть, так сказать, выдумать какую-то штуку. То есть книжка, конечно, никуда не денется, но она, конечно, она уступит свое место электронной книге, и в этом нет ничего страшного. Я ужасно не люблю, понимаете, я сам по профессии палеограф, я всю студенческую свою молодость, 2-3 года после этого, я занимался тем, что разбирал древние греческие и древние славянские рукописи. И именно поэтому я не брезгую читать с монитора. Я думаю, ребята, если я читал на выцветшими чернилами, на желтой крашеной бумаге читал какие-то вещи, то неужели я хвор буду прочесть с монитора какой-нибудь рассказ или роман, понимаете? Вот. И хотя я все это знаю и люблю и понимаю, но я понимаю, что это ужасный снобизм и пошлость говорить: ах, бумажные книги, разве с ними можно сравниться? Я так и представляю себе, как в Древнем Египте, когда изобрели папирус, какой-нибудь эстет говорит: ну разве папирус это книга? Вот глиняные таблички, это книга, они были такие тяжеленькие, они были такие классненькие, их так держишь, сидишь в тени под пальмой и читаешь, это папирус, это гадость, понимаете? Это всегда было снобство такое. Надо идти в ногу со временем, не надо опережать его, но не надо обижаться на прогресс. Это великое дело, что есть у нас эти ригоры, там всякие там и прочие штучки. Мы заговорили об интернете, и есть вопрос по поводу, как вы относитесь к цензуре в интернете? К цензуре в интернете я отношусь, в общем-то, плохо. Я считаю, что цензура в интернете должна быть не государственной, она должна быть общественной. Общество должно наказать презрением человека, который постиг всякую похабщину, а также должно, так сказать, с усмешкой смотреть на тех людей, которые этим увлекаются, понимаете? Почему я так? А как же в любом спорном случае существует суд? Понимаете, суд имеет право вынести решение по любому вопросу, даже если какой-нибудь там соседке попугай там неприличными словами ругается на балконе, я могу подать на нее в суд, понимаете? Потому что когда это становится проблемой законодательного регулирования, именно регулирования, то тут возможно огромное количество злоупотреблений, от которых гораздо будет хуже, чем от того, что какой-то дурак напишет какое-нибудь слово неприличное в интернете, какую-нибудь картинку запостит. У каждого человека, вы хоть и писатель известный, но вы тоже человек, и конечно. Вы, конечно, человек. У каждого человека есть хобби. И вы можете рассказать о своих хобби и как они влияют на вашу писательскую деятельность, помогают, не помогают? Задумался, стал ковырять в носу, потому что какие у меня хобби? Таких больших... Ой, хобби у меня специальных нет. Я люблю готовить простую пищу, но так, чтобы это было очень вкусно. Моя, так сказать, вот коронное блюдо — это вареное мясо с гречневой кашей. Просто вареное мясо, просто гречневой кашей. Но сделать это надо так, чтобы любой гость или просто жена там и дети, я говорю дети, потому что у меня еще пасынок и падчерица, вот, чтобы они просто пальчики облизали, понимаете? Вот такой вот у меня хобби. Когда-то я любил, это давно хобби, когда-то я любил готовить, я даже в доме своего отца, когда был жив мой папа, когда я был маленьким, мне поручали что-то готовить к гостям. Например, там мясо приготовить. Представляете, какая ответственность? Мне 14 лет, и мне главное блюдо дали отготовить. Я брал кусок мяса, его либо зашпиговывал, запекал, либо резал на ломти, обжаривал, по-всякому отбивал. Вот я умел это делать. Вот у меня такое кровавое хобби. Люблю возиться с разными такими вещами.